Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сейчас я сделаю для вас отсыпочку на такую тему. В эту минуту, в эту секунду, кто думает о вас, кто вас вспоминает, кто о вас мечтает, представляет. Давайте посмотрим. Загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все увидит и расскажет сам. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой-ой-ой, крестик. Крестик стоит. А вас прямо сейчас и вспоминает, и думает мужчина, с которым у вас вот все, крест. Вы, скорее всего, очень плохо, да, скажем так, плохо расстались, либо вы этого человека полностью убрали из своей жизни. Вот прям заблокировали. Все, он у вас под запретом. И, наверное, это последний человек, о котором бы вы хотели что-то узнать и услышать. Ну, если хотите, послушайте. Если не хотите, переходите на другие видео, либо на другие каналы, и я не обижусь. Мне главное, чтобы вам было хорошо. Вот. А послушать есть о чем. Вы знаете, вот все, что вы этому мужчине сказали, вот оно все сбылось. Вот прям тютелька в тютельку, точечка в точечку, понимаете? Вот до мелочей, до миллиметрика, да, все сбылось. Вы ему сказали, что ты попляшешь, ты еще пожалеешь, ты под забором будешь валяться, да, либо ты будешь обманут, ты там доиграешься, ты получишь все то, что сделал мне, да, еще и в тройном размере. Вот вы ему что-то сказали, как бы в сердцах, но вы ему правду сказали, и вот оно все сбылось. И вот он сидит, у него там слюни, сопли, слезы, полное опустошение, да, в груди у него горит, причем горит, как догорает. Вот оно там горело, взорвалось, видно, горело, а теперь уже догорает. И он вспоминает вас. Но вспоминает абсолютно без злости, а вспоминает как человека, который знал наперед, как человека, который хотел спасти, помочь, но которого он не послушал. Может, он там с другой женщиной, да, сошелся, связался. Может, там маман приревновала и сынишку себе прибрала, да, ну, лишь бы вам не достался. Может быть, он там по своей горячности, по своей глупости, может, он там приключения искал, легкой свободной жизни искал. В общем, он все потерял, у него ничего нет. Он абсолютно разбитый и какой-то вообще, знаете, холодный, голодный, несчастный, никому не нужный. Просто человек сыграл и проиграл, полностью проиграл свою жизнь. А вот все, что вы сказали, все сбылось. Прям все. До деталей, до мелочей все сбылось. И вот и грустно, и страшно, и слезы льют, как из ведра, но ничего уже не поделаешь. Жалеет ли он о том, что произошло? Ну, конечно, жалеет. Он очень жалеет. И если бы кто-то дал ему возможность все изменить, он бы там и руками, и ногами, и зубами бы вцепился. Но так не бывает, так не работает. Чудеса бывают, но не такие, не в таких масштабах. Полностью опустошенный человек, мне даже кажется, что он как-то состарился, да, старше стал выглядеть, чем раньше выглядел. Ну, как стресс, потрясения, они, конечно, здоровья не прибавляют и очень сильно влияют на внешность людей. Если был с другой женщиной, то там все, она его там обобрала до нитки. Она могла стать причиной каких-то прям серьезных очень бед, потерь, несчастья и даже болезней. Да, может, там за какой-то юбкой погнался, она там крутила этим своим хвостом со всеми подряд, потому что его даже чем-то заразило таким неприличным, да. Ну и плюс как бы обобрала его, обманула, обобрала. Если он там мечтал стать великим бизнесменом, то, скорее всего, вложился и полностью разорился. Да, вообще все потерял, еще должен остался. Так, жизнь тяжелая.
Ну, приключений, денег хотел, понимаете, вот такой: я крутой, мне все, для меня все, да я все могу, я талантливый, там, туда-сюда, зачем мне с тобой тут сидеть, жить спокойной жизнью, да не буду я бросать якорь, да у меня там и то, и все, и пятое, и десятое. Человек, который мог стать кем-то, ну, благодаря вам он мог бы стать великим, серьезным, стабильным, солидным, но зачем-то он погнался за какими-то мечтами, обещаниями, сладкими словами. И если это была другая женщина, то та другая женщина, она очень такая, знаете, как лисица. Она обольстительница, она могла ему там кучу всего наобещать, она могла самые абсурдные его идеи поддерживать, хвалить, нахваливать, а он у вас, судя по всему, был падки налезть. Ну, как бы вот она его жизнь. Сломала его жизнь, сломала, понимаете, очень сильно сломала. Почему-то мне еще идет ощущение какой-то болезни. Чем он болеет? Недоступно ему солнце, недоступна ему радость. В Луне живет. Но Луна — это и есть болезнь, такое сумеречное состояние. Закрылась, хлопнулась его жизнь. Все, вот все, чем жил, ну, в гробу на кладбище лежит. Конечно, он думает о вас. Конечно, он вспоминает, прокручивает в голове все то, что вы ему говорили. Ну а дальше что? Уже дело сделано, уже все свершилось, случилось. После боя как шашкой не машут, да? Грустно, больно, сам виноват. Но к вам злости нет. И вот именно сейчас, когда он сидит на руинах своей жизни, на пепелище своей жизни, вот ему открылось, кто вы были для него, каким великим шансом, даром небес вы были для него. И как он бездарно, извините, все просрал. Вот ему сейчас это открылось. На кого он злой? На себя он злой. Он злой на женщину какую-то, не знаю, то ли мама, то ли это его бывшая. Но не на вас. На вас он вообще не злой. Он может быть злым на каких-то друзей, там, товарищей, там, на кредиторов, либо работников. Но на вас он точно не злится. У него постоянно, знаете, как вот эта пластинка, что заела, что вы были правы, да? Он называет ваше имя и говорит: она была права. Она была права, да, но уже ничего не поделаешь. И не знаю, то ли он пьяный, то ли у него температура, не могу понять, потому что у него какой-то воспалительный процесс происходит именно сейчас. А может, напился до чертиков. Но вот явно, вроде как не в нормальном таком состоянии, видоизмененном, но тем не менее голова-то работает в нужном направлении, да, вспоминает вас и вспоминает, как же вы его предупредили, а он по тупости своей не прислушался, он не понял, не хотел слышать. И как это все для него обернулось. Ну, девочки, судьба его наказала, жизнь его наказала, проучила очень жестко. Тут уже дальше это как выживание, да? Если выживет, то выживет. Если не выживет, то туда ему и дорога. То есть, в принципе, будь он более-менее адекватным, будь он более-менее разумным, он бы держался за вас и на руках бы вас носил, да? Но потому что вы великая женщина, вы женщина, которая умеет любить, которая умеет заботиться. У вас выдающиеся интеллектуальные способности. Вы обладательница невероятно большой и доброй души, понимаете? Вы многое готовы были ему простить, и, скорее всего, многое прощали. Но, опять же, он такое натворил, что даже вы уже не смогли простить, да? А может, он и сам как бы сдрыснул, да, и вы его везде заблокировали. Ну, крест между вами, все. Нет, больше его к вам, конечно, не подпустят, но если он выживет, то на вас он молиться станет. Вот действительно, вы в его глазах, как это прям чуть ли не святая. Либо женщина, которая настолько вот талантливая, настолько, ну, ведьма, да, ведающая женщина, которая может так точно предвидеть будущее. Он будет рассказывать, он будет других мужиков учить, что вот там не гоняйтесь за какими-то чудесами, да, либо желаниями, оцените то, что у вас есть, что неважно там какая женщина, любовница, это не любовница, главное, чтобы женщина была умной и доброй, да, вот как вы.
То есть будет это он рассказывать, если выживет. Если не выживет, ну, туда ему дорога. Все, потому что я не вижу его будущего. Вот показывает, что на руинах сидит, пеплом голову посыпает. То есть все его вот это злое, дурное, тупое, оно к нему вернулось. Причем вернулось достаточно болезненно. Очень сильно болезненно. Так, дальше. Еще о вас думает некая женщина, чуть-чуть постарше, чем вы. Ну, где-то там лет 5-10. Ну, не мама, точно не мама. Может, это ваша старшая сестра. Может, это какая-то знакомая, подружка, коллега, соседка. У этой женщины для вас какие-то невероятно потрясающие новости. И она аж подпрыгивает, ее прям распирает. Так хочется поговорить, хочется прям все это рассказать. И я думаю, что ну, буквально там, может, с минуты на минуту, либо в ближайшие несколько часов она с вами либо встретится, либо, может, вы по телефону пообщаетесь. Может, она смс какое-то напишет огромное. Но там прям хорошие, очень хорошие новости. И я думаю, что вам тоже это очень понравится. И, возможно, это даже станет каким-то таким событием, которое может изменить вашу жизнь, текущее положение в вашей жизни к лучшему. Подруга, знакомая, соседка, сестра, ну, в принципе, как бы постарше вас выглядит эта женщина. Так, дальше. Вот здесь показывают двух мужчин, которые именно сейчас про вас говорят. Один мужчина говорит хорошее, другой мужчина как будто бы все пытается опошлить. Ну, допустим, мужчина говорит: о, эта девушка очень красивая, она очень умная, она очень классно работает. А другой мужчина начинает говорить, что вот, у нее такие бедра, у нее такая грудь, у нее такие глаза, да, ну, то есть какая-то, ну, не то чтобы прям сильно пошлость, но вот он прям, скажем так, разбирает ваше тело по косточкам. И вот они вдвоем общаются, у одного мужчины в глазах страсть горит, а у другого мужчины какая-то, знаете, нежность, что ли. Вот как зачатки влюбленности мне идет, ну, либо любви. А второй прям пошляк, и он прям, ну, действительно испытывает к вам достаточно такую жгучую энергию, да, желание обладать вами, желание с вами, скажем так, вкусить любви. И вот они вдвоем общаются. Возможно, эти мужчины, они какие-то ваши знакомые, может быть, вы работаете вместе, может быть, вы буквально там недавно были где-то по делам, и эти мужчины вас видели, и они об этом сейчас говорят. Но один точно как будто бы влюбленный, либо начинает влюбляться, а второй пошляк ужасный, поэтому лучше такого избегать. Ну, у него даже какой-то взгляд, знаете, немножко такой хищный. Еще он мне идет какой-то прям темный мужчина, может быть, кореглазый, вообще смуглый, темненький. А вот этот другой, не могу сказать какой, но глаза у него теплые, добрые, влюбленные. Да, как два поклонника, но с разными намерениями. И еще прямо сейчас о вас вспоминают очень жадный человек. Человек такой, знаете, вот снега зимой не выпросишь. Человек, который считает, что зря вам что-то там, не знаю, заплатил, либо переплатил, либо денег дал. Ну вот как зря, да, что можно было сэкономить, что не нужно было там всю сумму отдавать, что нужно было там торговаться. Но опять же, может, вы на рынке недавно были, либо вы, допустим, там в интернете решили что-то с рук купить. Может быть, вам кто-то какое-то денежное поощрение дал, либо вы договорились про цену работы. Ну вот прям вижу, что жадничает, вижу, что прям зуб на зуб, да, попадает и скрежет идет. И человеку прям очень хочется либо передоговориться, либо вообще там, да, поставить типа ультиматум, что вот соглашайся на такую-то сумму, либо там разницу верни. Но, скорее всего, так не сделает, потому что человек в вас заинтересован, а сделать так, это значит пойти на конфликт. Да? Кому нужен конфликт? Конфликты никому не нужны. Или, возможно, человек знает про вас, знает, что вы, ну, как бы с виду белая пушистая, но если
с вами нечестно, несправедливо себя вести, то вы умеете дать отпор, и вы там и законы знаете, и умеете постоять за себя. То есть лучше не связываться. Вот какие-то такие мысли. Дальше. Еще одна женщина показана. У женщины, не знаю, то ли у нее завивка, то ли она локоны себе делает, то ли она, ну, как эти бигуди, по-моему, называются. Такие, помните, раньше круглые штуки были. Может, у нее и природные кудри. Может быть, я допускаю. Возможно, она вот такую укладку сделала, да. Вот она из-за вас в какое-то очень неудобное положение попала. Буквально хотела вам поднагадить и пыталась про вас что-то плохое сказать, а какой-то человек ее прям очень сильно привел в чувство. Буквально человек ей сказал: ты кто такая, куда лезешь, и вообще помой рот, прежде чем говорить об этой женщине. Кстати, это могла быть и другая женщина, может, и мужчина мог быть, я не могу вам точно сказать. Ну, буквально ее там, не знаю, обидели, унизили, и типа из-за вас, да. Но если бы она про вас плохое не стала говорить, то, понятно, никто бы с ней грубо не обошелся. Видно, она наткнулась на кого-то, кто вас действительно ценит, уважает, любит и очень, скажем так, бережно к вам относится. И человек не позволит в своем присутствии про вас какие-то гадости говорить. Кто этот человек, там, рабочий момент, либо какой-то момент там, по соседству, в коллективе, там, в обществе, я не знаю. Но знаю, что прям грубо ей сказали, что иди помой рот, да, почисти несколько раз зубы, пошкреби язык, прежде чем что-то говорить, ну, про вас, да. Как-то так ее отбрили, что у нее там и слезы, и прям пятнами почему-то мне идет пошла. Может, это какая-то реакция у нее, да, пятнами идти. Вот, как-то прям сильно ей досталось. Но, опять же, себя она не винит, считает, что она бедная, такая несчастная, добрая, воздушная. А вот вы такая коварная, всех тут очаровали. И вот люди из-за вас на нее кидаются, да, вот какие-то глупости. Скорее всего, эта женщина вам завидует, либо она пытается с вами конкурировать, либо соперничать. И выбрала такую тактику, да, сзади вас грязью обливать. То есть, когда вас нет, когда вы не рядом, она вот ходит промеж людей и вот прям начинает им про вас вот ужасные вещи сообщать. Типа пытается общество настроить против вас. Но у нее не сильно, да, судя по этим знакам, не сильно получается. А если она будет продолжать, то, скорее всего, да, вам скоро тоже об этом скажут. И вы, возможно, будете принимать меры, и тогда она действительно станет бедной. Прям бедной во всех смыслах этого слова. Дальше. Ребенка вот показывают. Либо это ваш ребенок, либо это чей-то ребенок. Но вот думает о вас, вернее думает о чем-то, что вы вот готовите, либо чем вы угощали. Но если ваш ребенок, то о вашей готовке, о ваших блюдах. Ну, прям хочется, видно, голодненький сидит, и хочется ваших вкусняшек покушать. А если у вас детей нет, то это чей-то ребенок, и, скорее всего, вы чем-то угощали, там, не знаю, конфетами, печенькой, и ребенок думает, что, ох, хорошо было бы, если бы вы пришли, да, и опять вкусняшек принесли. Да, вот какие-то такие милые детские мысли показаны. Так, и еще кто-то изучает вашу жизнь, причем изучает очень скрупулезно, тщательно. Если вы работаете, либо занимаетесь каким-то бизнесом, то это 100% человек, который либо уже конкурирует с вами, либо хочет конкурировать с вами. И человек буквально вгрызается во все, что вы делаете, да, изучает в малейших деталях. Хочется этому человеку вот повторить то, что есть у вас. Человеку совершенно не хочется учиться, развиваться не хочется, но хочется прям готовенькое получить, да, слезать вашу бизнес-модель, слезать то, что вы делаете, ну, прям почувствую, да. Если вы работаете там в компании, либо на производстве, то человек даже имитирует ваши слова, имитирует ваши привычки, ну, типа полностью пытается подстроиться, либо встроиться, стать вашим двойником, вообще мне идет, да, вашей тенью, вашим отражением. Но кто таким занимается, обычно эти люди очень плохо заканчивают. И
быть с кем-то это очень плохо. Да? Как ни крути, надо быть все-таки индивидуальностью, а не пытаться повторить за кем-то либо что-то, либо полностью скопировать человека. Ну, всегда копия не может превзойти оригинал. И, ну, как бы это и смешно, и грешно, и очень грустно на самом деле. Это, кстати, может быть и мужчина на самом деле, да. Мужчина какой-то может смотреть и думать, надо мне точно так же. Думает, что раз он мужчина, он там типа в выигрышном положении, на самом деле нет. Абсолютно нет. Это не важно, мужчина или женщина, все равно плохо закончит. И никогда копия не превзойдет оригинал. Ну, люди глупые, не хотят об этом думать, не хотят этого знать, либо понимать. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.